Закон о суверенном Рунете. Речь идет о безопасности и устойчивости функционирования сети интернет на территории России. Основной смысл нового закона – постараться установить в стране китайскую или близкую к ней модель интернета. Российская власть пытается взять под контроль интернет и распространение информации в нем. Переход на суверенный Рунет в ноябре 2019 года только начинается. Завершиться он должен будет к началу 2021 года. Пока закон больше затрагивает операторов связи, которые обязаны установить специальное оборудование для его исполнения. Еще один закон, вступающий в силу с начала ноября, коснется микрофинансовых организаций. С 1 числа МФО запрещается выдавать займы под залог недвижимости физлицам в целях, которые не связаны с ведением предпринимательской деятельности. Это означает, что займы нельзя будет выдавать под залог жилого помещения или под залог права на жилье по договору долевого строительства. Такая мера должна будет резко осложнить один из способов мошенничества, на котором специализировались некоторые МФО. Суть этого способа – выдача займов под залог жилья и о тёме квартир за малейшую просрочку. Следующим нововведением станет бессрочный вид на жительство в России. С 1 ноября 2019 года он будет выдаваться бессрочно. По старому правилу он выдавался на 5 лет с возможностью продления. Подавать заявление о получении вида на жительство в нашей стране можно спустя 8 месяцев легального проживания в стране и не позднее, чем за 4 месяца до истечения срока действия разрешения. Сам документ теперь будет выдаваться быстрее, за 4 месяца. Однако увеличится госпошлина за его получение – 5000 рублей вместо 3500. Также становятся обязательными ветеринарные сопроводительные документы на все молочные товары, включая мороженое. Частично обязательная сертификация начала работать еще с 1 июля текущего года. В ноябре под нее попадают товары, которые до этого были освобождены от обязательного требования о маркировке. Система «Меркурий», которая запущена для контроля за сертификацией, по сути напоминает ЕГАИС – единую государственную автоматизированную информационную систему. Формально она создана для того, чтобы исключить фальсификат с рынка молока. Закрепляется с 1 ноября и статус паломников. В законодательстве о туризме появляются определения паломника и паломнической деятельности. На людей, которые отправляются к местам паломничества самостоятельно или от религиозной организации, не будет распространяться закон об основах туристской деятельности в Российской Федерации. Тамара Хшигульгова, Новости 24.